Ну, а Центральная избирательная комиссия, как и прежде, предоставляет бесплатное эфирное время на государственном канале для кандидатов, для так называемых теледебатов. В нашей студии в прямом эфире сегодня один из кандидатов в депутаты парламента Абхазии Леонид Чамагу. Добро пожаловать. Второй кандидат Леонид Лакербай, к сожалению, не воспользовался предоставленной ЦИКом возможностью принять участие в теледебатах. Ну что ж, Леонид Михайлович, мы с вами, как и в последний раз, вновь одни в прямом эфире, но что-то мне подсказывает, что вы надеялись все-таки на разговор и с оппонентом тоже, а не только с журналистом. Так? Обзивка, добрый вечер, Рада. Ну, честно говоря, дебаты предполагают наличие хотя бы двоих оппонентов, но в данном случае так получилось, что я нахожусь здесь один, но тем не менее нахожусь здесь с удовольствием. Я думаю, у нас состоится нормальный, правильный, хороший разговор. Что касается моего оппонента, то, скорее всего, у него на это свои причины. Есть люди, которым удобнее выступать не в такой форме, в другой, поэтому и это его право, он имеет право воспользоваться. Мне же в том или в ином случае достаточно комфортно, хорошо, я спокойно могу с вами и в таком виде пообщаться. Хорошо, тогда продолжим. Леонид Михайлович, все знают, что в 17-м избирательном округе Гудаутском перевыборы. То есть у вас получилась такая вот драма с продолжением. Скажите, пожалуйста, вот каково было вот вам, думая, что все уже закончилось и все уже как бы и получилось все позади, оказалось все далеко, все еще не ясно, и вновь нужно собираться силами, идти в борьбу. Вот каково было вам собираться силами? Я надеюсь все-таки, что это не драма, что результат будет положительный, независимо от того, кого выберут, положительный для наших сограждан, для страны в целом, поэтому я все-таки с оптимизмом на это смотрю. Что касается меня лично, то, несомненно, здесь присутствует нервное напряжение, это нелегко сегодня. За такой отрезок времени мы понимаем, что до выборов за 2 месяца, а сейчас перевыборы еще 2 месяца, то где-то на протяжении 4 месяцев мы испытываем некоторое нервное напряжение, но тем не менее мне кажется, что мы спокойно переживем и это, и дальше все будет у нас нормально. Для меня лично это... Единственное, конечно, я пользуюсь случаем, благодарен всем, кто и принимал участие на выборах, независимо за кого они голосовали, кто спокойно, не нервничая, не говоря о каком-то гадости, пришел, проголосовал. Я от души им благодарен, потому что наша терпимость – залог наших будущих отношений. И благодарен участникам, членам комиссии участковых, потому что у нас это очень напряженные дни были, еще несколько дней после выборов были какие-то недовольства, какие-то разговоры, и они терпимо к нам отнеслись. Я на самом деле очень им благодарен. Думаю, оставшиеся несколько дней и сам день выборов, и следующие дни мы сумеем пережить, не уронив своей чести и достоинства, не сказав друг о друге ничего плохого, отнесясь друг к другу с уважением. Ваша команда быстро смогла собраться и вновь приступить к работе? Вы знаете, в некотором случае у меня даже такое впечатление складывалось, что они более активные, чем я, и немного подгоняют меня. Наверное, я не так быстро могу реагировать или быстро собраться, но да, достаточно быстро, достаточно мобильно. А как вообще проходит предвыборная борьба сейчас вообще как-то? Она отличается от того, что было до этого, до перевыборов? И тогда, какие-то нюансы сейчас добавились или что-то изменилось? Каждый день что-то меняется. В этом смысле в одну реку дважды мы войти не можем, само собой, но при этом, мне кажется, мне бы очень хотелось бы, конечно, как коренному гудаутцу, у меня оппонент, он и постарше меня, и я с уважением отношусь, и думаю, мы сумеем это уважение сохранить за собой, и какие-то там эксцессы бывают в виде того, кто-то что-то пишет. Вот недавно с удивлением узнал, что я сам не пользуюсь, но мне показали, что в интернете где-то было написано, что якобы
наш штаб использовал учеников первой школы для агитационной работы. У меня работают волонтеры, девочки-студентки, самая младшая из них, по-моему, на 3-м курсе. Они являются помощниками, разносят там, как это называется, агитационную литературу, там календарики и так далее. Законом это не запрещено, но почему-то кто-то вот такой вопрос сделал, хотя они своих имен, фамилий, рода занятий не скрывают. Но я надеюсь, что это не исходит от моего оппонента. Думаю, что это, скорее всего, кто-то из недоброжелателей для того, чтобы как-то, может, лишний раз нас столкнуть и так далее. Я надеюсь, что у нас все будет нормально. Борьбу предвыборную вы можете характеризовать как все-таки острую борьбу? Конечно, она не может не быть острой. Вот сегодня я даже, не говоря об этой борьбе, вот о тех переживаниях, нагрузках, которые сам несу, я хотел бы сегодня, с одной стороны, обойти всех наших граждан, высказать, поговорить о их проблемах, сказать о своей программе, но иногда вот я хочу, чтобы меня поняли, и тоже, пользуясь случаем, обратиться к нашим гражданам. Это не потому, что я такой важный, такой недоступный, но мне иногда стыдно как-то беспокоить людей, просить их собраться, у всех свои проблемы, у всех свои дела, а тут мы должны собрать их, прийти, говорить о наболевшем, им это вполне возможно неинтересно. То есть вот здесь двойственность ситуации, когда с одной стороны не придешь, скажут, вот не дошел до нас, с другой стороны придешь и говорят, вот надоели они со своими проблемами. Но я думаю, наши граждане нас поймут, я это искренне говорю. Есть, вот, например, эти дни погода не дала, я планировал несколько встреч, к сожалению, не получилось. Если успеем, за оставшийся день-два, может, сделаем. Если не сделаем, я еще раз приношу извинения. Я готов и по любому зову прийти, выступить с 1, с 2, с 10. То есть это не проблема. Понятно. Вот сам округ, сам вот Гудаутский район и в частности город Гудаута, в котором вы родились, выросли и уже от которого вы уже второй раз избираетесь. Ну, вообще район, конечно, не считается вроде бы депрессивным, да, но тем не менее, да, проблем очень много. Вот что вы думаете о проблемах именно вот вашего района? Хороший вопрос. В этом плане вы говорите своим избирателям. Как принято говорить, спасибо за вопрос. На самом деле вопрос хороший, да, по рамкам Абхазии, особенно если сравнивать восточную часть Абхазии. Слава Богу, вот последние несколько лет там какие-то и хорошие туристические маршруты открываются, какое-то движение идет. Я думаю, они вскоре и догонят, и дай Бог и перегонят. Я рад буду только, если процветание будет в любом уголке Абхазии. Но если говорить о Гудауте и исходить из такого регионального деления на Западную и Восточную Абхазию, то в Западной Абхазии это депрессивный район. То есть на фоне таких городов, как Гагра, Пицунда и Новый Афон, район на самом деле не совсем выглядит. Я имею в виду район в целом и, конечно же, город, потому что Афон тоже он в районе, но Афон это жемчужина, один из, наверное, самый любимый мной город после Гудауты. Это место, где, если не в Гудауте, то там я готов жить, но больше нигде. К чему я хочу сказать, но здесь очень много вопросов, очень много проблем накладывается друг на друга, и так уже переходя к экономическим вопросам, могу вам сказать такую вещь. Вот у нас в Абхазии много лет руководство страны, каждый кабинет министров, премьер-министры какие-то программы озвучивают, что-то делается, что-то не получается, развитие идет слабо, но я хочу сказать, что в последнее время я прихожу к выводу, вот от этих глобальных экономических проблем надо уходить. Вот по Гудауте именно, если говорить, вот возьмем город Гудаута. Мне неоднократно на эту тему говорили, и последние, по-моему, 3-4-5 лет я, и начиная от президентов, кому только не обращался, город Гудаута считается городом-курортом. В этом городе нету набережной, то есть она есть по факту, но она в таком запущенном состоянии, что не представляет для себя интереса для отдыхающих, да и для местных. В этом городе, если не половина, то как минимум 1/3 улиц, выходящих к морю, не заасфальтированы. Соответственно, уже выходы к морю не представляют интереса для отдыхающих, при этом там нету раздевалок, душевых и так далее. Это очень небольшой, на первый взгляд, да,
можно сказать, экономический проект, который требует не огромных капиталовложений. Мы здесь там проекты на сотни миллионов рублей планируем, а то и на миллиарды. А здесь нужно несколько миллионов рублей, может несколько десятков, но если у нас будет соответствующая инфраструктура, если мы сможем заасфальтировать все выходы к морю, провести воду, поставить раздевалки, то 20, 30, 50 семей, живущих близко к морю вдоль этих улиц, они получат хороший доход от отдыхающих, которые до сегодняшнего дня туда не приезжают, потому что битая улица, он в этом районе не хочет находиться, убитые пляжи и так далее. В этом случае мы создаем рабочие места, потому что если с каждого периода по 20 семей будут иметь отдыхающих за сезон, они заработают гораздо больше, чем они бы работали бы в бюджетной сфере. Что отрадно, что могу отметить, вот нас говоря и о проблемах, и о достижениях этого района, сегодня глава администрации проводит ряд плановых работ, некоторые связывают это с выборами, там есть разные вещи, но если говорить, там запланированные работы, вот у нас Черноморец район, там пятиэтажное здание, очищено все вокруг, там под землей река текла, сегодня асфальт во дворе положен. Кстати, вот с этим вопросом я и к нынешнему руководству ходил с просьбой заасфальтировать выходы к морю, и обосновывая это экономической целесообразностью. Вот в конце прошлого года, осенью, в сентябре или в октябре, выход в одном месте к морю, улица Гарская, была заасфальтирована. Несколько лет вопрос стоял о том, чтобы привести в порядок. У нас есть улица Сосналиева, она на всем своем протяжении не имеет асфальтового покрытия. Более того, это самая плохая улица. В конце прошлого года, тоже где-то в октябре месяце, было открыто финансирование, хотя разговор об этом не про улицу Сосналиева был недавно, вот мы и снимали. Репортаж, который... Да, но там тоже разного рода разговоры идут, что это в план, кто-то сажал в комплексный и так далее. Если сказать честно, вот благодаря сегодняшнему руководству они отреагировали на просьбу нашу, и там тоже ведутся работы. Кстати, должны были завершить их в конце года, но и до сих пор они не завершены. То есть вы считаете, что вот надо начать именно вот с улиц? Вы знаете, мы же говорим о проблемах нашего города и в целом района. Да, вот по моим подсчетам я для себя просто проходил по этим улицам, посчитал количество домов, прилегающих там в переулках и так далее. Вы прямо ходили, сами считали это все? Ну, там и пешком где-то прошел, где-то на машине проехал. Это несложно. У нас есть порядка 5-6 улиц, которые нужно приводить в порядок. В результате порядка 150 рабочих мест будет создано. И это не огромные капиталовложения, люди построят и мини-гостиницы, и отели. А как развиваться, если приедет больше? Вы знаете, на этом фоне, я заканчиваю, на фоне того потока отдыхающих, которые приезжают в Гудауту, сравнить с тем, что есть в Гагре или в Афоне, это мизер. Нам можно это все сделать в течение нескольких лет. Ну, я вообще продолжение вот хотела сказать, что, на ваш взгляд, вообще как так получилось, что вот наш любимый город, ну, мой, по крайней мере, город, который нас приютил всех во время войны, город-герой, не стал таким развивающимся. Я, честно говоря, не могу сказать, как так получилось, но если говорить о близости, допустим, Гагра, это близость границы, там есть свои... Может, стимулировать, но, например, Афон тоже. Свои объективные причины, и одна из них, я скажу так, вот у нас был первый комплексный план, инвестиционная программа, которую деньги присылали из России, это на рубеже 9-10 года, я так сильно не ошибаюсь, я думаю, а второй, по которому мы живем, он верстался в 2013 году. Вот я не знаю, сейчас это не ради того, в качестве депутата, в качестве гражданина, если будет третий комплексный план, я, например, приложу все усилия, по крайней мере, соберу сограждан, буду требовать, чтобы нам сделали нормальную набережную и восстановили коммуникации. Иначе как-то все прошло мимо Гудауты, по большому счету. Да, там построено, слава богу, тем, кто этим вопросом занимался, 2 садика, дом культуры, еще ряд работ сделан. Но я считал, мы как бы, если бы все-таки начали с того, на чем можно заработать, сегодня жить легче было бы. Поэтому это особо никому никаких претензий у меня нету. В то время нужно было сделать так, но сегодня, я думаю, есть необходимость приводить город в порядок. Это я говорил, у нас все центральные улицы убиты. Сегодня тоже во многом благодаря руководству района в план заложен
4 основные магистрали. Это улица Владислава Григорьевича Арзенова, я извиняюсь, слово герой, это проспект Героя у нас, вторая улица, 4 марта, и, если я не ошибаюсь, улица Дзизария. Да, это основные магистрали, которые нужно сегодня асфальтировать, и в ближайшем будущем, если они будут, дальше, по-моему, все за собой уже потянется, и отдыхающие появятся, и народу больше будет. Ну, дай бог. Леонид Михайлович, ну вот все проблемы, которые стояли перед парламентом 5-го созыва, естественно, плавно перетекут, а куда им еще деваться, да, будут стоять как проблемы перед уже 6-м созывом. И никуда, к сожалению, пока еще не исчезли. Естественно, это и развитие экономики, сельского хозяйства, формирование бюджета, проблемы демографии, проблемы недвижимости, приватизации, там, разработка и добыча нефти. Ну, и вот среди вот этого вороха всех этих проблем, какие вот вы, ну, конечно, трудно тут что-то одно выделить, я понимаю, но вот для вас что вот самое приоритетное, если будете уже в 6-м созыве, чем вы хотите заниматься и что у вас для вас? Здесь ряд серьезных вопросов. Во-первых, мы прекрасно понимаем, я понимаю тех депутатов, они уже депутаты, которые, будучи кандидатами, перечисляли огромное количество вопросов, которыми они будут заниматься и которые приведут в соответствие. Дебаты, скажем так, предполагают такое. Если на самом деле они половину из того, что обещали сделать, мы просто завтра придем к расцветанию. Но, с другой стороны, опыт им, пока если его нету, завтра подскажет, что нужно определиться на 1-2 вопросах, и вот в этих направлениях можно работать. Для себя я как бы уже определился. Я вот один самозаряжок психологии Сварстахуб, я лозар, я психология Сварстахуб, а нас что за гиштурут нас уже турых саллазумаха хажлар стагло. Хазара маш хяну нас кинас его пиццегем зискаги, чима зираги нас хагиза узай башан зиграха хоп. Змилат стахом милат и тахуб хайгара игхасом агуразгазон. Апсо милат и шохтора псад гилочи пшуманы нугаллаг. Атум милат квагиру ход. Барги рабстазар и напшот. حارتي خازلا وخرايم داك وحكود زاوت يحتخو حبس شجيزو يلا قلت أزرع يشوف حق خزارجي سير يسخوت أري تبقى شوزان خزون أبستاز عرب خلقين صور جيب خلقوا صوزرب مامزر واشتخ وارشوت واشتخ ونسانس أجرت وزرخ زوم أبري Растала и ходу проблема Равшим Тисфахита, Хширжги, Истабхаку, Маха, Брихазшух, Чикайба, Фараха, Куцна, Убрия, Агана, Хаха, Хапха, Сосыда Гигивир, Хахетура, Сажа, Крацана, Маха, Избола, Макяна, Убрах, Хахши, Захашицу, Маха, Убряда Псухамам, Шейзбот, Бринас, Рабхи, Саргура, Истаху, Зара, Тагазар, Хатаху, Усура, Хатаху, Басаху, Шотланас, Насауи, демография, Базшар, репатриация, и расшоп Насуи, Саратун, Милат, Сруктас, Наузан, Джукуй, Герхуя, Дурхуяла, Гита, Бри, Абраха, Гирти, Тахзым, Шар, Арт, Гиха, Абри, Айкушарайтус, Шауси, Казамира. أبراك راح زات ناس أمنخجي راح صار تحقلت أخا أرا حبش يخشرت تقول في دقزن وبريزة برينك زتوب حسبي أنا قلت زلسكوا حاجة رخيك ورخرو أبخيفكوا ويسروا جلني نبش غير بخس قلت زموسا وزمخنا السراين السبوانا جرزلاو برينس بريوسر سر ختاق لقالو خشيك خسر يسمبوي خانس أجلر جرا كنالسو كنحزاز لجبس يبصقل يردر كلوتي يحارو يكخبس شجيقو بخور تحرقص يرنس بسوب حزخص بخزون يوركي باسبورتي نوب حكم بريزباتسم تاعو سميلات
хаззал разыгру бяхот хучик жирак рахалшар Сбяна вот убри гана халахчик аус хазур убринас и ходу усоб а хапсад гиликун хохавилар хапсорлар зан и ходу усоб акт пятпад на колод анес на савского по хабре хамзбра ги хазз пацам схучит дастаху убридас хусро уброб агирта сара картаг ги хава броб ханрас шахалаг хавухот хавухар хускугина хаксот один из урысфилогисар алот псашилогисар алот на хайлырка арстахубнас. И, наверное, вторая тема, конечно, она подразумевает, там, наверное, те вопросы, которые вы задали, связанные с нефтью, там, еще с чем-то, но это больше вот такой уклон внешнеполитический, потому что вот мой опыт работы в парламенте, он не такой богатый, это один созыв, и я не считаю, что обладаю богатым опытом, но я вижу, что в взаимоотношениях с окружающим миром, будь то союзники, лучшие друзья, это межгосударственные отношения, очень много угроз для таких маленьких стран и для таких немногочисленных этносов и народов, как мы, я имею в виду и абхазов, когда говорю об этносах, и народ населяющий, то есть всех граждан Абхазии, и здесь надо быть предельно осторожным и внимательным, потому что в некоторых случаях просто о наших проблемах и о наших фобиях никто не думает, они тоже не беспочвенные, это заложено историей последними несколькими столетиями, поэтому здесь очень много примеров. По поводу нефти я могу высказаться, но глядя на вас, у меня впечатление, что эфир у нас подходит. Да, у нас времени мало, и из всего того, что вот вы говорили, все-таки результатами, думаю, всех ваших опасений, я все это понимаю, я думаю, вообще явился вот это вот ваше предложение, вообще создание фонда Азхара, про который много говорится. Давайте поэтому, не будем на эту тему просто говорить, используем время по-другому. Мне просто интересно, какова его будет судьба, независимо от того, станете вы депутатом или нет. Я понимаю, что, будучи депутатом, у вас будет больше возможностей, конечно, осуществлять. Судьба зависит от нашего желания. Если кто-то, я знаю таких людей, которые почему-то считают, Богом судья, я никому ничего не собираюсь доказывать и объяснять, что этот фонд был создан чуть ли не под меня. Дело совсем в другом. Это все далеко от истины. Речь о создании такого фонда еще велась Владиславом Григорьевичем Арзенбо, великим нашим государственным политическим деятелем, просто великим человеком. Но тогда были причины отсутствия соответствующих средств. Сегодня мы немного живем по-другому, и дела у нас, слава Богу, обстоят получше. Эта идея не мной придумана, не кем-то конкретно, она витала в воздухе. Сегодня она была реализована парламентом, ушедшим 5-го созыва, за что им огромное спасибо нашим коллегам. Если парламент 6-го созыва продолжит эту идею, она будет продолжаться еще минимум 5 лет. Если придет следующий парламент, то есть все зависит от того, какие возможности мы предусмотрим поддержки государственной, бюджетной, какие деньги мы сами соберем. Для этого нужно просто работать. Я знаю людей, которые очень хотят, чтобы это не получилось. К сожалению, эти люди, представители абхазского этноса, они во главу угла ставят какие-то политические цели. Я еще раз говорю, мы все друг друга можем обмануть, Всевышнего же не обманем мы. Если в этом деле нету искренности, а в чем она еще может быть? Ну что ж, спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам и за беседу. Я искренне желаю вам... Вы хотели обратиться к избирателям? Да, я хотел обратиться, если есть такая возможность, уважаемые избиратели, уважаемые сограждане, уважаемые жители Гудауты. Вы знаете, 14 мая это не просто день выборов, это день рождения великого Владислава Григорьевича Арзенбо. Мы по-разному можем почтить его память, поехать на могилу, возложить цветы, просто вспомнить его. Но я думаю, самым хорошим уважением к его памяти будет наше отношение друг к другу в этот день. Я вас всех призываю без нервов, без истерики. На самом деле, вспомнив все-таки, кто такой был Владислав Григорьевич Арзенбо, прийти на выборы, отнестись
друг к другу по-человечески. Если мы голосуем за кого-то, не надо это делать, потому что вот этот очень нехороший, что-то о нем плохое сказать для того, чтобы аргументировать, почему мы голосуем за другого. Это не совсем правильно. Можно просто прийти, отдать свой голос достойному. Давайте поступим так, с уважением к вам, ко всем, к моим и не к моим избирателям. Я надеюсь, что вы все придете и выскажетесь. Огромное вам спасибо. Спасибо вам большое, Леонид Михайлович. Удачи вам и в этом деле, про которое вы говорили, и на выборах тоже. Дорогие друзья, но мне остается обратиться к избирателям Гудаутского 17-го избирательного округа, и чтобы вы пришли 14 мая в воскресенье на выборы и сделали свой правильный выбор. Всего доброго.